Какую цель преследовали авторы фильма о Сталине, который получил символическое название «Сталиниана. 21 век»? Отвечая на данный вопрос, необходимо прежде всего сказать о том, что в первой четверти 21-го столетия империалистические круги вплотную подвели все человечество к глобальной военно-политической катастрофе. И данная катастрофа неизбежна, поскольку в рамках существующей мироустроительной системы разрешить объективно сложившиеся внутри империалистические противоречия не представляется возможным. В этих условиях перед каждым думающим человеком стоит вопрос о том, а какая модель должна прийти на смену существующей общественно-экономической модели, какое общество должно быть выстроено на развалинах старого мира. И здесь перед нами, вольно или невольно, возникает социально-экономическая модель, которая была сформирована к началу 50-х годов 20-го столетия в Советском Союзе. Здесь необходимо отметить, что данную модель стали рушить сразу, можно сказать, на второй день после ухода из жизни отца ее основателя Иосифа Сталина. Парадоксально, но факт. Несмотря на титанические усилия многих поколений оппортунистов-антисталинцев, заложенный в нее потенциал и сегодня обеспечивает устойчивость Российской Федерации и ее государственный суверенитет. Вместе с тем, подобно тому, как непосвященный оказывается неспособным проникнуть во внутренний, идейный, высокохудожественный язык Махарбека Туганова, который отразил в ярких тонах священный солнечный танец Нарта Сослана на краю сакральной чаши Васамонга, так и современные философы, историки, политологи оказываются неспособными проникнуть во внутренний, глубоко национальный духовный мир осетина Дзугаты Бешоефорд Сосо Сталина. Образно выражаясь, они продолжают за деревьями не видеть леса. Поэтому основная цель, которую ставили перед собой создатели документальной киноповести о Сталине, это раскрыть мотивацию в действиях Иосифа Виссарионовича, показать существо тех идей и идеалов, которые двигали его поступками, и существо той общественно-экономической, политической модели, которая была им сформирована в рамках Союза Советских Социалистических Республик. Став светоносным символом новой эпохи, Сталин и его деяния выступают безальтернативным направлением развития человеческой цивилизации. Иосиф Виссарионович Сталин. Скифия и Россия. Неисчислимые жертвы человечества, более 71 миллиона человек, и беспримерный героизм советских людей в годы Второй мировой войны вывели ее в разряд самой героической по трагизму из всех войн в истории. Над всей этой величайшей героической драмой 20-го столетия возвышается грандиозная фигура верховного главнокомандующего вооруженных сил Союза СССР генералиссимуса Дзугаты Бешоефорд Сосо Сталина. Возглавив в 1924 году Россию, которая к тому периоду времени не имела общепризнанных государственных границ, национального хозяйства, суверенной финансовой системы, грамотного населения, он к началу 50-х годов превратил ее в индустриальную сверхдержаву СССР с высокообразованным народом, занимающую 1/6 часть суши Земли и оказывающую решающее влияние на межгосударственные международные отношения. По существу им в чрезвычайно короткие по историческим меркам сроки была воссоздана евразийская держава по образу и подобию державы североиранцев кимеро-скифо-сарматской эпохи. Другими словами, Сталиным был полностью восстановлен государственный суверенитет страны, утраченный задолго до его прихода к власти. Кем был этот незаурядный человек? Красным императором, сконцентрировавшим в своих руках огромную власть, скрытым мистиком, магнетически воздействовавшим на своих современников? Или, может быть, он был зашоренным фанатиком, насаждающим коммунистические идеи?
Колоссальное количество опубликованных на сегодняшний день научно-публицистических работ, посвященных этим глубинным вопросам, так и не дали на них вразумительного, достоверного ответа. Между тем, ответ на них во многом дает его родословное. Фамильное имя Дзугата. Русское Дзугаева, грузинское Джугашвили, английское Дзугати происходит от одного из колен Иронского осетинского царского дома Сидамонта. Скрывая смысловую подоснову этого имени, следует расставить все точки над «и». Применительно к социуму иронский, осетинский термин «дзуг» обозначает объединение, сообщество. Соответственно, дзуга – вождь, пастырь, правитель. Местом локализации этой фамилии в Средневековье считается высокогорное селение Самат, расположенное в Туалгоме, Центральная Алания. Расширительное толкование сакранима «туал» позволило исследователям интерпретировать его следующим образом. Туал, тоу, уол – сила высшая, восходящая сила духа. Именно здесь, в высокогорьях Центральной Алании, и сегодня располагаются главные сакральные культовые центры североиранцев – кувандоны, то есть места торжественного гимнотворения народа Ир. Они по форме стилистически представляют собой зиккурат. Сюда за духовными знаниями на протяжении многих тысячелетий стекаются паломники со всего индоевропейского мира. Согласно Евгении Пчелиной, право совершения священного ритуала на одном из главных святилищ Центральной Алании Мехдау, по Василию Абаеву «Божество всех божеств», относилась к прерогативе фамилии Дзугата. Таким образом, древность фамилий, посвященных Дзугата, Дзугаеву, Джугашвили, Дзугати и царской родословной Сталина, уходит своими корнями во времена безраздельного господства в Евразии, не знающих рабства североиранцев. Последние на авансцене мировой истории выступали под различными именами: Ир, Ас, Алан, Роксолан, Яс, Скиф, Сармат, Язык, Гемери, Аорс, Массагет, Сака, Осетин и другие. Экзоэтноним осетин, восходящий к грузинской форме ос и славянской форме яс, впервые появляется в историографии лишь в ходе присоединения Осетии к Российской империи, первая половина XVIII столетия. Сами же они себя исторически именовали и именуют сегодня иронами или аланами, от древнеиронского арианом. То есть с историко-этимологической точки зрения ирон, арий, алан являются тождественными понятиями. Выше приведенный материал позволяет по-новому взглянуть на деяния Иосифа Сталина, понять мотивацию его жизненных устремлений, поступков и существо той общественно-политической системы, которая была им выстроена в рамках СССР к началу 50-х годов 20-го столетия. Без этого понимания политическому руководству Российской Федерации будет чрезвычайно сложно, если не невозможно, решить задачу по отстаиванию государственного суверенитета нашей страны в борьбе с агрессивным Западом. Иосиф Сталин. Сложение архетипа. Человек с головой ученого, лицом рабочего, одежде простого солдата. Анри Барбюс об Иосифе Сталине. Продолжая разговор об Иосифе Виссарионовиче Сталине, следует коротко сказать об истоках его национального архетипа, который, безусловно, выступил определяющим фактором его личностного политического роста. Здесь мы приведем ряд документальных свидетельств, отражающих архетипичные черты осетинского народа. Наиболее яркое представление об архетипе этого народа дает его участие в войнах, которые вела Россия со второй половины XVIII столетия и по настоящее время. Вот как об этой героической странице отечественной истории восторженно повествуют русские генералы. Иван Федорович Тутолмин. Этот народ заслуживает из ряда вон выходящей награды своей безупречной, безграничной храбростью. С первого шага за Дунай, с 22 июня, они открыли для Кавказской бригады целый ряд дел с неприятелем полной безупречной отваги и собственной кровью значительно более других, оросили путь от Дели-Сула через Градешти до самого Самовида и оттуда через Плевна до окопов Ловча. Михаил Дмитриевич Скобелев. Вообще, поведение Остинского дивизиона по беспримерному самоотвержению и рыцарской храбрости выше всякой похвалы. По этим основаниям главнокомандующий Дунайской армией великий князь Николай Николаевич Романов в своей телеграмме обратился к наместнику его императорского величества на Кавказе великому князю Михаилу Николаевичу Романову со следующей просьбой:
С разрешения государя пишу тебе просьбу выслать осетин сколько можно с лошадьми. Осетины герои каких мало, дай мне их побольше. Прошу выслать как можно скорее. Осетины так воевали, что буду просить им Георгиевского знамени». Восхищение ир-асаланскими всадниками представителей царского дома Романовых обусловило их включение в состав элитного воинского подразделения, собственный его императорского величества конвой. Примечательно, что данное гвардейское подразделение, значительно пережившее царскую армию и монаршую семью, формально просуществовало в эмиграции до 1990 года, когда скончался последний старший офицер конвоя, уроженец Алании Мистулов Эльмурзад Занчкоевич. К октябрю 1917 года по удельному количеству генералов 37, кавалеров Георгиевского креста 379, офицеров 2588, аланы значительно превзошли все остальные народы Российской империи. Зеркальное повторение этого феноменального исторического достижения, не укладывающегося в привычные обывательские представления о воинском долге, произошло в годы советской власти. Проявив массовый героизм на фронтах Великой Отечественной войны, они вновь взошли на Олимп воинской славы, став достойными продолжателями великой ратной традиции североиранцев. Официальные цифры, подтверждающие сказанное, просто ошеломляют. Из 90 тысяч ушедших на фронт погибло более 45 тысяч, то есть каждый второй. Пали смертью храбрых 7 братьев Газдановых и Кобекаевых, 6 братьев Хистановых, Темировых, 5 братьев Токаевых, Калаговых, Гуриевых, Тургиевых, Бясовых, Болоевых, Сиоевых, Дзоблаевых, Тахоховых, Бароевых, Басаевых, Вазаговых, Дигуровых, Кисаевых, Дзебоевых. 52 семьи в Северной Осетии потеряли по 4 сына. 35 воинам было присвоено звание Герой Советского Союза, еще 36 воинов были представлены к этому высокому званию, но по субъективным причинам его не получили. 35 офицерам были присвоены генеральские звания. Величины приведенных показателей в удельном отношении являются самыми высокими среди всех народов СССР. Особо следует отметить, что дед Иосифа Сталина организовывал восстание и вел непримиримую борьбу с грузинскими феодалами, которые, заручившись поддержкой царской администрации на Кавказе, пытались незаконно распространить свою власть на южных осетин. К сожалению, многим из этих захватнических планов суждено было сбыться, что сегодня находит свое подтверждение в оккупированной Грузией территории Триолетской Осетии, Трусовского, Гудского ущелья, Кобинской котловины. Здесь важно то, что демонстрируемое родом Дзугата свободолюбие, неприятие несправедливости стало одной из характерных черт будущего лидера мировой сверхдержавы. Встав в юном возрасте в ряды борцов за достойную жизнь трудящихся, он до конца остался верен идеям народовластия. Показательно, что выдающийся французский писатель Анри Барбюс, перу которого принадлежит, пожалуй, самое проникновенное произведение о Сталине, дал своей документальной повести красноречивое название «Человек, через которого раскрывается новый мир». К новому миру посредством героической идеологии североиранцев. Вот тот путь, которым Иосиф Сталин привел советский народ к величайшей в истории победе. Надо думать, данный путь и сегодня является безальтернативным направлением развития как России, так и всего человечества. Таким образом, этногенетическая связь Сталина с героикой исторического наследия, не знающих рабства осетин, и предопределила его жизненное кредо, особенности его архетипа, что в конечном итоге формализовалось в присвоенном ему высшем воинском чине генералиссимус Советского Союза. Иосиф Сталин. Эманация солнца, сослана, стали. Без метафизической составляющей невозможно в полной мере понять мир большой политики. Ярким тому примером является многогранная, многоликая, порой мистическая фигура Иосифа Сталина. Данная сторона архетипа Иосифа Виссарионовича, наложившая свою родовую печать на всю его политическую биографию, была проявлена еще при его рождении. Оставляя за скобками все те оскорбительные характеристики, которыми многочисленные недруги Сталина наградили после его смерти, его родителей следует сказать следующее. В 1879 году в семье Бесо-Дзугаты был рожден мальчик, которого нарекли именем Сосо. Он стал третьим долгожданным ребенком, поскольку 2 первенца семьи скоропостижно скончались в младенчестве из-за болезней. Новорожденный тоже постоянно болел и был настолько слаб, что многие считали его не жильцом.
Никто не мог помочь отчаявшимся родителям, и тогда отец семейства вместе со своими родственниками отправился к высокогорному аланскому святилищу Джердзуар, к которому еще задолго до нашего летоисчисления возникновения мировых религий стекались паломники со всего индоевропейского мира. На Арбе к святилищу был привезен и сам больной малыш. Совершив традиционный ритуал жертвоприношения ягненка над 3 сакральными аланскими пирогами, мужчинами были вознесены торжественные гимны Джердзуару, чтобы он не спаслал выздоровление Сосо. Уже на следующий день мальчик себя чувствовал значительно лучше и вскоре пошел на поправку. Так хтонические темные силы не устояли против небесной силы Золотого Вастриджа, патронирующего Аланию с незапамятных времен. Они выпустили юную жертву из своих цепких, казалось бы, смертельных объятий. Считается, что с этого момента Джердзуар стал небесным покровителем мальчика, которому суждено было со временем превратиться в исполина мировой политики. Ряд информаторов в своих мемуарах, воспоминаниях сообщают о том, что в спальной комнате Сталина до конца его земной жизни на стене висела простенькая вырезка из журнала, на которой была изображена девочка, держащая на руках белого овна. Никто не мог понять особой привязанности хозяина к этой незамысловатой иллюстрации. Вместе с тем, здесь, конечно же, мы имеем дело с глубоким пониманием Сталиным духовной традиции своего единокровного осетинского народа, в которой белый овен символизирует Иронфарм. Воплощение животворящей силы солнца, божественного огня, приносящего богатство, власть и могущество, дающего небесную силу и небесную благодать. Надо думать, что именно эта властная сила, полученная им свыше, заставляла его политических оппонентов, соратников по партии, испытывая неподдельный мистический восторг, стоять перед ним на вытяжку, держа руки по швам. Помимо имени данного представителю рода Дзугатта при рождении Сосо, он сам, как известно, нарек себя вымышленным именем Сталин. Данное символическое перевоплощение произошло на 33-м году жизни будущего верховного главнокомандующего Вооруженных сил СССР. Исследовавший этнографические и мировоззренческие корни сталинской диалектики Михаил Вайскопф убедительно показал, что, во-первых, этот выбор был сделан отнюдь не случайно, во-вторых, средой извлечения столь необычного псевдонима выступил широко известный на Кавказе нардский эпос, восходящий именно к осетинской модели. Здесь исследователь провел прямую этногенетическую связь последних с ираноязычными скифосарматами. В иронской Нартиаде стальной нарт Сослан выступает наиболее яркой ипостасью солнца. По мнению Вайскопфа, имя Сталина было идеальным совмещением Сослана со сталью. По воспоминаниям домочадцев Иосифа Сталина, людей из его ближайшего окружения, он свою единственную дочь Светлану зачастую ласкательно называл «сатанкой», шатанкой. Непосвященному это имя ничего сказать не может, и только люди, знакомые с персонажами иронской Нартиады, с легкостью распознают в шатанке имя великой прорицательницы нартов Шатаны. Она выступает еще и в роли охранительницы очага Большого дома нартов. Без этого сакрального символа, чьим геометрическим кодом выступает восьмиконечная звезда, невозможно представить себе жизнь нартовского общества. Всепобеждающее солнце, Сослан, сталь, подвиг. Такова уходящая в глубинные пласты многотысячелетней героической истории Ир-Асалана и диаграмма метафизического восприятия Иосифом Сталиным своего места в проявленном мире, что в конечном итоге обусловило его бессмертие. Интегрировав в себя эти священные понятия, восходящие к древнему духовному мировоззрению народа Ирон Ахдау, Сталин, подобно своим пращурам, воинам света, шел от подвига к подвигу, что предопределило его восприятие современниками в качестве эманации света. Именно поэтому сегодня во всем мире ширится движение за возвращение образа Сталина, ставшего светоносным символом новой эпохи. Сталин и его скифский проект. В ярких тонах о мировосприятии и этнической принадлежности Иосифа Сталина писали как его соратники, так и идеологические противники. Здесь достаточно вспомнить и о широкой груди осетина Осипа Мандельштама, и о, по взглядам он был марксистом, по чувствам и духовным потребностям, сыном осетина Бесо из Дидо-Лило. Грубая, неотесанная фигура, как и все осетины, живущие в высоких Кавказских горах. Льва Троицкого Бронштейна. Книга «Сталин».
В том же ряду стоит руководитель Коминтерна Григорий Зиновьев, называвший Сталина кровавым осетином, и другие видные деятели большевистской партии. Грузинские писатели Рабакидзе и Ремишвили в своих произведениях объясняли якобы грубый, жестокий характер Сталина его осетинским происхождением. В подтверждение этого один из них писал: «Горцы Осетии известны своими вендеттами». То есть люди, непосредственно знавшие Иосифа Виссарионовича, не делали из его осетинского происхождения никакой тайны. Причем последний никогда эти высказывания своих современников о себе не опровергал. Вторит выше приведенным свидетельством профессор филологии Оксфордского университета Борис Унбигаун, писавший в своей книге «Русские фамилии» о том, что Джугашвили – это грузинская фамилия осетинского происхождения. И это только малая часть свидетельств об этнической принадлежности Сталина к аланскому народу. Мы здесь преднамеренно не приводим многочисленные работы аланских исследователей, которые вполне закономерно пришли к тем же выводам по данному вопросу. О глубинном проникновении Иосифа Сталина еще в юном возрасте в сакральные смыслы иронской арийской нартиады, о его духовном родстве с заключенными в ней знаками, символами и именами, о его слитности с героикой североиранского мировоззрения Ирон Ахдау свидетельствует отданное им прямое указание партийному руководству Северной Осетии незамедлительно организовать сбор устных сказаний о деяниях нартов, детях солнца, и опубликовать их сводный литературный текст. Казалось бы, страна живет в максимальном напряжении всех своих сил. Еще далека от своего завершения Сталинградская битва, положившая начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. А верховный главнокомандующий ставит столь неординарную задачу. В этом решении, приведшем к изданию нартского эпоса, во всей своей полноте проявилась специфика этнопсихологии Иосифа Сталина, в основе которой лежала героика исторического наследия североиранского суперэтноса Кимера Скифа Сармата Алан. Таким нетривиальным способом им был открыт широкий доступ к священным текстам иронской нартиады как для граждан возрождающейся скифской державы, так и для всего человечества. Солнечные герои нарты, их небесные покровители, дух воинственных предков, чьи образы уходят далеко за черту нового летоисчисления. Вот та мировоззренческая основа, позволившая Иосифу Сталину создать сверхдержаву СССР. Соответственно, для представителя царского иронского дома Сидамонта, которому принадлежал Иосиф Сталин, как и для всех представителей ир-ас-аланского народа, Россия никогда не выступала в качестве чужой территории. Она закономерно олицетворялась и олицетворяется ими сегодня с прародиной предков, останки которых покоятся в священных курганах от Северного Китая до Карпат. Сказанное распространимо и на Закавказье, поскольку, как известно, представители скифо-сарматских родов, а именно Фарнаваз, Саурмак, Асфагур, Фарсман и другие, выступили основателями царских династий в южных областях Алании, одна из которых сегодня именуется Грузией. Вышеизложенное совершенно естественно привело Сталина к восприятию России не в качестве некого придатка Востока или Запада, а в качестве самодостаточной и самоценной евразийской державы. Поэтому проводимую им на протяжении 30 лет государственную и международную политику следует условно обозначить новым политологическим понятием «скифский проект Сталина». Реализация этого проекта предполагала построение общества равных возможностей через формирование культурной и социальной полифонии народов Евразии, что полностью соответствовало традициям североиранского мира и, соответственно, его мировосприятию. Решению этой глобальной задачи и посвятил всего себя Иосиф Сталин. Именно этим обстоятельством было продиктовано его решение покинуть Тифлисскую духовную семинарию и не становиться проповедником библейской догматики, рассматривающей человека исключительно в качестве раба Божьего, а не героя. Таким образом, интеллектуал Сталин еще в детском возрасте, заслушиваясь рассказами своего отца о героических нартах, их небесных покровителях, дзуарах, интуитивно осознал, что в жизни надо быть, а не казаться. Отсюда, по всей видимости, проистекает его неудержимое стремление к подвигу во имя высоких целей и идеалов. Поэтому в рассматриваемом контексте важно не то, какое окончание было у фамилии, которую носил политик Сталин, что было написано в официальной биографии отца народов, а то, кем он был по своему психотипу и архетипу, какие ценностные ориентиры двигали его поступками, что в итоге и предопределило общую модель его поведения. Сталин. Народовластие через Нехаш. Нас вырастил Сталин, на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил.
слова гимна СССР. Проведенное под руководящим началом Иосифа Сталина обобществление основных средств производства в рамках СССР в равной мере, как и повсеместное упрочение власти Советов народных депутатов, не являлось для него неким откровением. Все эти преобразования базировались на формах народовластия, которые исторически были присущи североиранцам. Как известно, ключевое место у них занимало и занимает сегодня Народное представительное территориальное собрание НХАШ, то есть Совет. Данный исторический опыт народа Ир, не раз спасавший его в годы былых лихолетий, и был распространен Сосо-Дзугаты Сталиным на 1/6 часть суши земли в ходе строительства новой скифской державы. Сказанное явилось одной из первопричин стремительного взлета представителя скифского царского рода Саражонта на вершину государственной власти России. Взяв за основу универсальную трехфункциональную структуру устройства иронского арийского общества, в которой нет места ростовщическому капиталу, торгашеству, он ее воссоздал в рамках СССР. Именно эта социальная пирамида – просветители, рождающие смыслы, воины, несущие охранительную функцию, общинники, создающие материальные блага, была им выстроена в ходе революционных преобразований бывшей Российской империи. Отсюда проистекает его неустанная системная работа по совершенствованию политического управления, науки и образования, укреплению армии и флота, развитию производственных сил и производственных отношений. Так, по лекалам пращуров и Рас-Алан Сталин воспитал нового советского человека, построил уникальное для 20-го столетия советское общество. Центральное место в нем, как ни странно это будет звучать, занимала не марксистско-ленинская идеология, тем более не библейская бесплодная схоластика с ее либеральным подтекстом, а иронский арийский культ солнца и героев. Об этом более чем красноречиво говорят слова сталинского гимна СССР. Только в таком обществе могла родиться популярнейшая песня «Пусть всегда будет солнце», содержащая следующие незабываемые слова: «Солнечный круг, небо вокруг. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, солнце навек, счастье навек». Так повелел человек. Сам же Сталин, пройдя в соответствии с иронской идеологемой Цзауагак все ступени духовного роста, соединил в себе вышеобозначенные 3 функции, став ироном, то есть бессмертным. Таким образом, он полностью исполнил заповеди священной Нартиады. Бесспорным подтверждением последнего явилась формализация в годы тяжелых испытаний в одном лице страты просветителей, секретарь Центрального комитета ВКПБ, страты воинов, верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР, председатель Государственного комитета обороны СССР, страты общинников, председатель Совета народных комиссаров СССР. Осуществленная им на этой священной иронской арийской основе абсолютизация власти и привела советский народ к великой победе. Надо полагать, поэтому с каждым годом во всем мире усиливается неподдельный интерес к политическому наследию самого выдающегося государственного деятеля прошедшей эпохи Иосифа Сталина, его скифскому проекту. Отсюда и нам, гражданам Юга и Севера Алании, надо перестать заниматься самообманом, безропотно смотреть на творящуюся вакханалию в сфере нашей национальной культуры, языка, истории, экономики, государственности. Навязанный нашему обществу буржуинский принцип «все продается и покупается» должен быть выброшен на свалку истории вместе с его носителями и пропагандистами. Опираясь на опыт наших предков и руководствуясь их волей, необходимо возродить единство нашей Родины. Данное единство может быть достигнуто исключительно через создание Республики Алания, в основу государственно-политического устройства которой будет положен Священный институт народовластия – НХАШ – Совет. Сталин. От парада к параду. 28 октября 1941 года в Кремле Иосиф Виссарионович Сталин перед командным составом Вооруженных сил СССР поставил вопрос: «Скоро годовщина Октябрьской революции. Парад в Москве будем проводить?» Вопрос был настолько неожиданным, что никто из генералов не нашелся, что на него ответить. И только после того, как Сталин в 3-й раз уже рассерженным голосом задал тот же вопрос, все присутствующие единодушно согласились: да, конечно, это поднимет дух войск и тыла. Военный парад на Красной площади состоялся в то время, когда отборные войска вермахта рвались к Москве. Союзническая пресса писала по этому поводу: организация в Москве обычного традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, показала всему миру, что Москва стоит и будет стоять непобедимо.
Организация в Москве парада представляет собой великолепный пример мужества и отваги, является свидетельством изумительной силы сопротивления России. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что мысль о проведении военного парада пришла не генералитету советской армии, а Сталину, своим решением продемонстрировавшим глубокое понимание природы войны. Особо отметим, что это для многих алогичное решение было буквально срисовано Сталиным с эпической жизни вечно воинственных нартов, для которых героическое начало являлось альфой и омегой существования. Так наглядно в экстремальных военных условиях была проявлена особенность этнопсихологии натуры верховного главнокомандующего. Здесь он выступил в новой для себя ипостаси – бога войны, тем самым начертав очередную героическую страницу в летописи великих воинов света иров-асов. В 1945-м вновь по предложению Верховного главнокомандующего в Москве прошел Парад Победы. Данный парад, ставший своеобразной квинтэссенцией глобальной военно-политической катастрофы, втянувшей в свою орбиту 62 государства из 73 существовавших на тот момент, во многом проявил скрытые смыслы, лежащие в ее основе. Он, подобно лучу солнца, пробившемуся из-за свинцовых туч, нависших в тот день над Красной площадью, на миг еще более ярко высветил истинное лицо Иосифа Сталина, его внутренний метафизический мир. «Я слишком стар, чтобы руководить военным парадом. Принимать парад Победы будет маршал Жуков, а командовать парадом – маршал Рокоссовский». Этими скупыми словами Верховный главнокомандующий напутствовал своих маршалов летом 1945-го. Соответствующий приказ за номером 370 был опубликован 22 июня 1945 года, то есть день в день начала Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что Вторая мировая война была войной моторов, тем не менее, по личному указанию Верховного главнокомандующего, этот торжественный воинский церемониал, выпистованные им маршалы СССР, провели верхом на боевых скакунах. Примечательно то, что принимавший Парад Победы маршал Советского Союза Жуков проехал по Красной площади на белом коне. Согласно многотысячелетней культурной традиции Ир-Асалан, конь белой масти – символ бессмертного солнца, божественного света и царской власти. Такой арийский солярный символ был противопоставлен Сталиным левосторонней свастике, под которой сражались поверженные войска нацистской Германии. Тем самым символьным языком всему миру была наглядно продемонстрирована всепобеждающая сила божественного арийского света над силами тьмы. То есть и в этот праздничный для большинства жителей планеты Земля день им велась незримая экзистенциальная битва с вселенским хтоном. Если 7 ноября 1941 года, взойдя на трибуну мавзолея Ленина, Сталин, подобно стальному нарту Батразу, которого Дюмизель отождествлял с его мечом и грозовым богом, посылал войска в огненное жерло войны, осеняя их именами героических предков, то через 5 лет, летом 1945-го, он, подобно скифским жрецам на вершинах степных пирамид, управляющих величественными ритуалами в честь всепобеждающего солнца, невозмутимо взирал с того же мавзолея на марширующие перед ним овеянные боевой славой полки. Все сошлось в одной символической точке в центре воссозданной им скифской державы священный курган и его главный служитель. Именно к подножию мавзолея, архитектурно представляющему собой зиккурат по его личному распоряжению, были брошены 200 склоненных к земле знамен и штандартов поверженных армий Третьего рейха. Одержанная им в тот памятный день триумфальная метафизическая победа явилась реальностью только для небольшого круга посвященных. Она стала своеобразным терновым венцом Великой Отечественной войны, источающим священную кровь павших героев, среди которых был и его сын. Сказанное полностью соотносится с данными священного календаря Иронов Табуяк Ирон Майрадуак, согласно которому на день летнего солнцестояния 22 июня приходятся одни из самых почитаемых народных праздников Хусаудзуар – Риком, Уасила, с обязательными культовыми приношениями единому Богу, Творцу Вселенной, всем светлым солнечным силам. Бесчисленные жертвы лучших сынов отчизны, принесенные на алтарь Великой Победы, белый конь, как инкарнация образа солнца, реющее на древке, подобно скифскому дракону, красное знамя Победы и опущенные штандарты вермахта. Священный зиккурат, как материализация древней арийской иронской модели мироздания, возрожденный североиранский культ героических предков. Все это звенья священной золотой цепи, выкованной иронами в доисторические времена на бескрайних просторах Евразии.
Очевидно, что с подачи верховного главнокомандующего эти сакральные обрядово-ритуальные атрибуты и действия, исторические основания которых уходят в североиранский мир, обусловили придание Великой Отечественной войне, военному параду и параду Победы священного статуса в глазах всего советского народа. Устойчивость, заложенной священнодействием Сталина летом 1945-го социокультурной матрицы, не может не поражать. Последняя наглядно проявилась в ходе проведения 9 мая всероссийской акции «Бессмертный полк», которая чудесным образом всколыхнула наследников Великой Победы, проживающих на всем постсоветском пространстве от океана до океана. Само время оказалось невластно над их памятью, впитавшей главную идейную составляющую парада Победы – жить ради подвига. Именно эта духовная константа человечества, выступающая краеугольным камнем древнего иронского арийского мировоззрения Ирон Ахдау, и была ритуально воспроизведена Сосо Дзугаты Сталином в ходе комментируемых торжеств. Поэтому ничего более героического и эпического, чем сталинская эпоха, тысячелетняя история Руси не знает. Отсюда вопрос о том, кем был этот человек, какие идеалы и идеи двигали его, казалось бы, иррациональными поступками, приобретает риторический характер. Трехчастная североиранская модель советского общества, культ солнца и героев, проявленный символизм военного парада и парада Победы, царская подоснова родословной верховного главнокомандующего наглядно обнажили иронские корни сталинского абсолютизма, его прямую этногенетическую историческую связь как с великой ратной традицией, так и с культурной традицией Ир-ас-Алан в целом. Историософичный взгляд на выявленную мотивацию в действиях Иосифа Сталина позволяет определить как общие закономерности, так и спасительные духовно-нравственные ориентиры развития нынешнего российского государства. Очевидно, что только через их широкое диалектическое осмысление станет возможным обретение и общечеловеческого единства. Поэтому происходящее на наших глазах возрождение имени Сталина, покаяние миллионов людей за содеянные ими поступки, приведшие к развалу нашей Родины СССР, стало знаковым событием текущего времени. Сталин и Осетия. Раскрывая этническое происхождение Иосифа Сталина, его мировоззренческие идеалы, определяющие его поступки, естественным образом встает вопрос о его отношении к своему единокровному осетинскому народу и Осетии в целом. Трудность осмысления с этих позиций образа Иосифа Виссарионовича заключается в отсутствии его личных заявлений, дающих однозначный ответ на поставленный нами вопрос. Отсюда, на наш взгляд, проистекает разброс мнений о его месте и роли в судьбах осетинского народа, от прямого возвеличивания до уничижительных оценок. Формулирование прямого ответа на озвученный вопрос осложняется также и тем, что речь идет о чрезвычайно сложной личности, противоречивом времени и неоднозначных процессах. Во многом он кроется в нашем национальном характере, для которого свойственно исключительно легковесное отношение к собственным национальным интересам. Взять хотя бы остинского царевича, полновластного правителя Грузии Сослана Давида Саражон, XII век, который самозабвенно расширял пределы Грузии за счет осетинского воинства. Подобной болезнью страдали и страдают и другие политические деятели Алании разных времен, что в конечном итоге обескровило наш народ, поставило его на грань физического выживания. Взгляните с этих позиций на именитых осетинских москвичей, петербуржцев и других, которые либо вообще не видят Осетии, либо смотрят на нее исключительно потребительскими глазами. Сегодня, когда Осетия в прямом смысле слова истекает кровью, они не могут себе позволить открыто встать рядом со своим народом в борьбе за его национальное единство, а значит и за наше общее будущее. Поэтому, возвращаясь к вопросу об отношении Иосифа Сталина к Осетии, отметим ряд важных показательных событий, в которых он принял прямое участие. Так, в 1939 году при непосредственной поддержке Сталина решением ЦК ВКПБ и Советом народных комиссаров СССР во всесоюзном масштабе был отмечен 80-летний юбилей основоположника осетинской художественной литературы и осетинского литературного языка Костали Ивановича Хитагурова, по существу увековечивший имя поэта. Напомним, что до этого знаменательного события Коста Хитагуров рассматривался рядом высокопоставленных партократов и писателей Северной Осетии в качестве буржуазного националиста, а его произведения по решению Северо-Осетинского обкома партии должны были быть изъяты из библиотек и школ республики.
Вы только вдумайтесь, до какого цинизма и низости дошла североостинская номенклатура, которая, прикрываясь псевдокоммунистической риторикой, пыталась в буквальном смысле слова стереть с народной памяти имя человека, который по образному выражению Александра Фадеева является Леонардо да Винчи осетинского народа. То есть именно Иосиф Сталин и никто другой вознес имя Костахи Тагурова на Олимп заслуженной славы. В разгар Великой Отечественной войны Сталин ставит перед руководством Северной Осетии задачу по сбору и изданию сводного текста нарских сказаний, что позволило сохранить ядро Нартиады, показать его всемирное историческое значение. Следует признать, что данным решением Сталин сохранил духовное наследие осетинского народа. Он не дал исчезнуть эпическим сказаниям во всей полноте, отражающим великую культурную традицию народа Ир, его духовное мировоззрение, Ирон Ахдау, без которых само существование нашего народа невозможно. Такими нетривиальными действиями Иосиф Виссарионович заложил твердый фундамент для развития осетинского общенародного литературного языка и осетинской культуры. Особо необходимо сказать о непосредственном участии Иосифа Сталина в вопросе переименования столицы как Северной, так и Южной Осетии. Так, в 1944-м по его личной инициативе указом Верховного Совета СССР город Орджоникидзе был переименован в Зауджикау. То есть Сталин, прекрасно знавший историю Кавказа, отмечая беспримерное мужество жителей Осетии на фронтах Великой Отечественной, целенаправленно возродил прежнее национальное название столицы Северной Осетии, история которого восходит к древнему осетинскому городу Дзау, красовавшемуся в средние века на правом берегу реки Аландон, нынешний Терек. Сталиным также было одобрено решение граждан Юго-Осетинской автономии по переименованию в 1934 году своей столицы в Сталин-Ир. Данный говорящий топоним под авторством Сталина снимает все вопросы относительно того, к какому народу причислял себя секретарь ЦК ВКПБ. Показательно, что после его смерти, когда к власти в стране пришли идейные троцкисты в лице хрущевско-сусловской партноменклатуры, оба этих названия Зауджикау, Сталин-Ир были стерты с карты Советского Союза. Отмечая проявленный осетинами героизм в годы Великой Отечественной, Сталин делает предложение по переносу Северо-Осетинской ССР в Крым. Как известно, северо-осетинское руководство от этого предложения наотрез отказалось, но при этом оно не сочло для себя возможным поставить перед Сталиным вопрос о включении навечно в состав республики части Крымского побережья на условиях бессрочного безвозмездного пользования. В последующем Иосиф Сталин сделал очередное предложение по присоединению к Северной Осетии Курского района Ставропольского края, который по занимаемой территории сопоставим с территорией Южной Осетии. Площадь же плодородной пашни данного района составляет порядка 50% от площади всей пашни в Республике Северная Осетия-Алания. Однако и это предложение североостинское руководство отвергло. Затем Иосиф Сталин предлагает организовать в Северной Осетии филиал Академии наук СССР, что предполагало открытие в республике ряда академических институтов с соответствующим государственным финансированием. В это трудно поверить, но и от этого чрезвычайно значимого предложения тогдашние руководители нашей республики отказались. Сегодня в условиях информационного общества, когда уровень развития науки определяет степень успешности государств мира, становится понятно, как далеко смотрел Иосиф Виссарионович, делая подобного рода предложения. Наверняка были и другие инициативы со стороны Сталина, о которых мы не знаем, однако и приведенного перечня достаточно, чтобы понять его искреннюю заинтересованность в развитии Осетии. Ключевой вопрос, который резонно ставится в вину Иосифу Сталину, это вопрос о раздельном существовании Юга и Севера Осетии. Здесь мы вновь акцентируем внимание на сложностях рассматриваемого нами исторического периода в жизни СССР, когда велась жесточайшая борьба с троцкизмом, идейные носители которого препятствовали тогда и препятствуют сегодня созданию единой республики Алания. Во многом ответ на данный вопрос вытекает из приведенных выше свидетельств об уровне понимания руководителями Осетии существа стратегических перспектив развития нашего края, их способности ставить перед союзным федеральным руководством крупные проблемные вопросы, отстаивать наши национальные интересы. Судите сами. Прошло уже более 70 лет со дня смерти Сталина, а главенствующая проблема национальной жизни осетин – единство Осетии – не решена. Так кто в этом виноват?
В начале 90-х годов 20-го столетия немногочисленный героический народ Южной Осетии оказался в полномасштабной военной, информационной и экономической блокаде. Однако руководство Северной Осетии, прикрываясь демагогическими заявлениями, не сочло для себя возможным закрыть движение транспорта по военно-грузинской автомагистрали, тем самым поощряя дискриминационную политику официального Тбилиси в отношении народа Южной Осетии. Они же не поддержали в должной мере стремление народа Южной Осетии войти в состав России, ограничившись ничего не значащими декларациями. В августе 2008-го несогласованность действий руководства Юга и Севера Осетии не позволила использовать возможность по освобождению от грузинской оккупации Тыршыгом, Кудыгом, Кубинскую котловину. В 2022 году, когда практически были сняты все препоны по вхождению Республики Южная Осетия в состав России, должным образом подготовлено общественное мнение, оно вновь не состоялось из-за невнятной позиции нового президента Республики Южная Осетия. Обратимся к нашей сегодняшней действительности, когда, казалось бы, не существует никаких юридико-правовых препятствий для воссоединения Северной Осетии с Южной, и тем не менее данный вопрос по-прежнему не решается. Поистине загадка века, объясняемая исключительно безинициативностью, меркантильностью интересов политических деятелей Осетии последних десятилетий. В отличие от них, Сталин, создавший сверхдержаву СССР, к концу своей жизни ничего не имел, кроме пары заношенных мундиров, дырявых ботинок и 900 рублей на сберегательной книжке. Исходя из вышеизложенного, следует признать, что для того, чтобы давать критические оценки деятельности такой крупной личности, как Иосиф Сталин, надо как минимум иметь на это моральное право, демонстрировать не на словах, а на деле свою приверженность идеям социальной справедливости и народовластия. В противном случае все потуги по дискредитации имени Иосифа Сталина неизбежно превращаются в ничем не прикрытый фарс, проявляют истинное лицо интеллектуальных идейных лилипутов. Пнуть ногой мертвого льва может любой недоросль. А вот высказать открыто свое мнение в адрес тех политических деятелей, которые сегодня блокируют воссоединение осетинского народа, глумятся над нашим национальным языком, национальной историей и традиционной культурой, могут единицы. Сотрудники Института национального развития имени Саражон Азбагатара не ставят перед собой задачи по абсолютизации образа Иосифа Сталина. Он в этом и не нуждается. Мы выступаем за осмысленное восприятие сложной натуры отца народов со всеми его как положительными, так и отрицательными чертами. Мог ли он сделать больше для Осетии, чем сделал? Наверняка мог. Почему он это не сделал? На этот вопрос каждый осетин должен ответить самостоятельно, предварительно ответив на вопрос о том, что он сам сделал для Осетии и осетинского народа. Жизнь Сталина, его политическая деятельность должны стать не только примером, но и поучительным уроком для всего осетинского народа. Бесспорно то, что мы как народ не можем себе позволить, чтобы имя нашего выдающегося соплеменника оставалось в забвении и всякая нечисть вытанцовывала на его могиле. Завершая разговор об отношении Сталина к Осетии, одно можно сказать без сомнения. Дзугаты Бишоев Ирцосо Сталин по рождению, по духу и по поступкам был достойным сыном своего осетинского народа со всеми присущими ему характеристиками. Поэтому в сегодняшнюю переломную эпоху, когда против России ополчился весь Запад, не Сталин нуждается в нас. Он давно пропел свою земную героическую песню. А мы в Сталине. Сталиниана и закон общесоциального развития. Возрожденная сотрудниками Института национального развития имени Саражон Азбагатара Сталиниана дала исчерпывающее представление об исторических и метафизических основах мировоззрения Дзугаты Бишоев Ирцосо Сталина. Согласитесь, только генетическая память потомка одного из колен славного царского рода Саражон Азбагатара, традиционная культура народа Ир, в основе которой лежит промонотеистическое духовное мировоззрение Ирон Ахдау, могли дать человечеству титана мировой политики Сталина. Сталиниана полностью разоблачила всю несостоятельность, тщетность попыток по дискредитации имени отца народов, его родословной и конкретизировала спасительные ориентиры возрождения нашей Родины. Мировому сообществу были явственно представлены скрытые от непосвященных смыслы и идейные составляющие революционных преобразований, осуществленных им на 1/6 территории суши планеты Земля.
Выстроенная Сталином на просторах СССР по лекалам народа ИР социальная трехфункциональная пирамида – просветители, рождающие смыслы, воины, несущие охранительную функцию, общинники, создающие материальные блага, стала предвестником построения нового мира. Рядом с ней блекнут, превращаются в ничто господствующие сегодня торгашеские либертарианские модели государственного устройства с фатальной неизбежностью приближающие общечеловеческую катастрофу. Именно в образе Сталина, его жизнедеятельности наиболее ярко проявилась духовная константа человечества – жить ради подвига, носящая общесоциальный, общеисторический характер. Данная первая идея, выступающая краеугольным камнем древнего иронского арийского мировоззрения на протяжении многих тысячелетий, вдохновляла народ Ир на героические поступки, что предопределило цельность их исторической судьбы. Ничего более ценного в мировоззренческом плане человечества так и не смогло породить. Проведенный историко-политологический анализ диалектики Иосифа Сталина позволил получить еще одно неоспоримое доказательство объективного характера, сформулированного в трудах сотрудников Института национального развития, общесоциального, общеисторического закона «Жить ради подвига». Данный закон гласит: господство в общественном сознании североиранской трансисторической идеологемы «Жить ради подвига» задает высокие морально-нравственные ориентиры развития социума и способствует духовному преображению человека. Руководство, представленное идеологемой, выступающей духовной константой развития человечества, обеспечивает гармоничное, непротиворечивое сосуществование народов мира, исключает возникновение между ними антагонистических противоречий и способствует сохранению окружающей природной среды. Таким образом, представленное определение значительно расширяет научные границы объективных общесоциальных закономерностей, оказывающих непосредственное влияние на развитие социума. Более того, только посредством этого закона человек становится человеком, подчиняя своей воле бессознательные инстинкты. Опираясь на данный универсальный закон, выступающий в качестве первой идеи духовного развития человечества, Сталин и осуществил построение невиданного для современной цивилизации советского общества, воспитал советского человека. Возрождение североиранского культа всепобеждающего солнца и героев, которыми пронизано все духовное наследие легендарного народа Ир, стало теоретико-практической основой проводимой им внутренней и внешней политики. По-видимому, именно этим обстоятельством объясняется неподдельный трепет и восторг, который естественным образом охватывал при встрече с ним как его соратников, так и врагов. Такова преобразующая сила объективного трансисторического закона – жить ради подвига. Примечательно то, что реализованный Иосифом Сталиным в социально-политической практике процесс воспитания нового человека полностью вписывается в воссозданный сотрудниками Института национального развития имени Саражона Асбагатара священный иронский календарь, содержащий ключевую идеологему культурной традиции иров – идею духовного пути. Ведя последовательно советский народ по ступеням духовного роста, то есть от подвига к подвигу, маркируемым круговым движением Солнца по 8 кардинальным фазам годового цикла, Сталин и смог решить эту сверхзадачу. Возвращение к духовному истоку человечества явилось лейтмотивом всей его героической жизнедеятельности. Отсюда становится предельно ясно, почему многие прорицатели связывали возрождение человеческой цивилизации с землей древнего Иристона на Кавказе, выступающего сакральной метрополией, откуда исторически расходились по всей Ойкумене благотворные цивилизационные волны духовного мировоззрения народа Ир – Иронахдау. В заключении сам собой напрашивается вывод. Вывод тот, что следование заветам Иосифа Сталина – это значит следование завету пращуров народа Ир – жить ради подвига, который они начертали своими священными мечами в доисторические времена на скрижалях человеческой цивилизации. Обозначенный ими духовный путь и есть безальтернативный путь развития России и всего человеческого общества. Владикавказский аэропорт имени генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина. В
первой четверти 21-го столетия началось обратное движение маятника истории, открывающего новую мегастраницу в жизни нашего государства и мира в целом. Вдоволь насытившись идеями неолиберализма и псевдодемократии, познав всю лживость господствующей сегодня в России торгашеской идеологии, осознав всю глубину падения общества в затхлую яму свободного рынка, поняв степень безграничной продажности чиновников, прочувствовав бульдожью хватку доморощенных буржуев, сомкнувших свои слюнявые челюсти на горле народа, россияне положили начало триумфальному шествию образа генералиссимуса Дзугаты Бишои Фырцосо Сталина по городам и весям России. Его легендарный образ, подобно героям древнегреческой Илиады и сакральной Иронской Нартиады, запечатленный в бронзе и граните, стал возвращаться к нам в монументальных памятниках, украшающих городские площади и скверы. Ветер истории, разогнанный небесным галагоном, сметая все наносное, лживое на своем пути, чудесным образом вновь вознес Сталина на пьедестал народной любви. Не было в тысячелетней истории России более достойного правителя, констатируют отечественные историки. Не было более справедливого правителя, отринувшего личные блага во имя человека труда. Вторят им учителя и врачи, рабочие и крестьяне, солдаты и офицеры. На этом фоне сама собой напрашивается мысль о необходимости увековечения образа Иосифа Сталина на его родине в древнем Иристоне. Тем самым будет отдана заслуженная честь достойному сыну Алании, возвеличившему Россию. В этой связи сотрудники Института национального развития имени Саражон Азбагатара, правление движения «Национальный форум Алания», руководствуясь обычным правом осетин, выносят на общенародное обсуждение проект по увековечению имени Иосифа Сталина. Данный проект предполагает присвоение Владикавказскому аэропорту имени генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина и сооружение на площади перед зданием аэропорта величественного монументального памятника в его честь. Вынося данное историческое решение, мы исходили также из того, что осенью-зимой 1942-1943 годов фашистские полчища были остановлены по фронтовой линии Москва, Сталинград, Владикавказ. Отсюда, под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженных сил СССР Иосифа Сталина, началось победоносное движение Красной армии на запад. Международный Владикавказский аэропорт имени генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина станет вровень с главным аэропортом Парижа, носящим имя президента Пятой Республики, генерала Шарля де Голля, международным аэропортом Дели, носящим имя премьер-министра Индии Индиры Ганди, международным аэропортом Нью-Йорка, носящим имя 35-го президента США Джона Кеннеди. Он выступит символом возрождения нашей Родины, освобождения России от пут неолиберализма. Авторский коллектив документальной киноэпопеи о Иосифе Сталине выражает надежду на то, что сформулированные в ней идеологемы позволят нашему современнику по-новому взглянуть не только на Сталина, его деяния, но и на самих себя, раскрывая квинтэссенцию его жизненных устремлений, существо глубинных смыслов, заложенных в первой идее североранцев «жить ради подвига», у нас появляется исторический шанс на обретение общечеловеческого единства, построение общества равных возможностей, исключающего угнетение и унижение человека человеком. Да войдет в кровь и плоть россиян глубинные смыслы, заложенные в объективном, общесоциальном, общеисторическом законе «жить ради подвига».